Российско-кыргызский фонд развития усилит свою работу в этом году. По словам председателя правления Нурсулу Ахметовой, этап становления пройден, работа фонда полностью систематизирована. Так, в 2015 году удалось запустить программу финансирования малого и среднего бизнеса. Сегодня фонд уже может работать без оглядки на какие-то организационные моменты. То есть система работает, фонд на рельсах. Что мы получили на сегодняшний день от программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса? Как мы и обещали, что в конце января 2016 года программа будет реализована, и мы уже на сегодняшний день можем подвести итог. Фактически два государственных банка, которые были нашими партнерами по данной программе, они выполнили свои обязательства, на 100% освоили средства. 113 проектов получили одобрение на общую сумму 1 206 000 000 сомов. Из них выдано, профинансировано 106 предприятий на сумму 974 миллиона сомов. Именно посмотрев на успешность этой программы, мы на прошлой неделе, 5 февраля, подписали с KCB банком кредитное соглашение на 350 миллионов сомов. И в данном случае фонд выполнил свое обещание подключить к данной программе и коммерческие банки. На сегодняшний день KCB уже начал работать над данной программой. Сейчас фонд развития сотрудничает уже с 3 коммерческими организациями. Это АИЛ, РСК и KCB банки. Приоритетными направлениями финансирования остаются швейная, текстильная, горнодобывающая отрасли, а также агропромышленный комплекс и обрабатывающая промышленность. Согласно предоставленным данным Российско-Кыргызского фонда развития, 367 миллионов сомов кредита были выделены 61 сельскохозяйственной компании. Около 380 миллионов сомов получили 36 обрабатывающих предприятий. 147,5 миллионов сомов было выделено 2 компаниям из энергосектора. 54,6 миллиона сомов кредита получили 6 горнодобывающих предприятий и металлургии. 24,5 миллиона сомов выделены транспортной компании. В 2016 году фонд развития планирует профинансировать 15 проектов на 107 миллионов долларов США. Основной упор будет делаться на стратегическое значение проекта и его мультипликативный эффект. Так, например, одним из наиболее интересных проектов является, опять же, создание больших садов. Данный проект нам пришел из одного района Иссык-Кульской области, где предполагается разбить сады на площадью 340 гектаров. Основная цель – выращиваются саженцы, новые сорта саженцев, которые, опять же, помогут обновить обновить как бы наши сады, да? Поскольку всем известно, что есть эта проблема. Мы надеемся, что данный проект он создаст постоянных рабочих мест, это вот мы предполагаем 100, и в сезон работ до 600 рабочих мест. Ну и, соответственно, будут увеличены налоговые и социальные отчисления. Также мне хотелось обратить внимание еще на один проект общей стоимостью 12 миллионов долларов США, который также может оказать мультипликативный эффект в целом для экономики Кыргызстана. Это проект по модернизации завода по переработке сахарной свеклы. Помимо этого, фонд начал работу над новым направлением – строительством доступного жилья в 7 областных центрах страны. Для этого в течение месяца были проведены встречи с местным бизнесом и руководством МЦО. Обсуждались условия строительства жилья эконом-класса. Пока это пилотный проект. В случае успешности программу продолжат. Фонд не является конкурентом государственной ипотечной компании. Что касается фонда, фонд будет заказчиком жилья первичного эконом-класса. То есть мы будем строить. И это есть договоренность между фондом и государственной ипотечной компанией. Вот буквально в четверг, наверное, остались небольшие детали. Мы подпишем меморандум с государственной ипотечной компанией.
фонд построит жилье, которое фондом будет передано государственной ипотечной компании. То есть мы здесь работаем как партнеры. Развитие в сфере кредитования как крупных проектов, так и малого среднего бизнеса продолжится, несмотря на проблемы вокруг энергетических проектов, уверили в фонде. По их словам, существует еще множество вопросов, которые требуют решения. Однако многие из них уже проработаны, и в скором будущем, с одобрения Совета директоров, будут внесены изменения в инвестиционно-кредитную политику фонда.